В эфире программа «Актуальное интервью», в студии Юлия Великодная. В России появились волонтеры культуры. Что входит в их обязанности и как попасть в число добровольцев? Легко ли сохранять культурное наследие на общественных началах? Об этом мы сегодня поговорим с гостем студии Еленой Васильевой, региональным координатором общественной организации «Волонтеры культуры» в Якутии. Елена, здравствуйте. Доброе утро. Скажите, кто такие волонтеры культуры и в каких направлениях они работают? Волонтеры культуры у нас в России появились очень давно, но официально общественная организация была заявлена в 2018 году, в год волонтерства, добровольчества в России, на фестивале Таврида в Крыму. И волонтеры культуры – это такое большое массовое направление, в котором очень много возможностей для людей. То есть это такие направления, как, конечно же, сохранение культурного наследия, памятников, нематериальных памятников культуры. Арт-волонтерство – очень интересное направление, в котором у нас в Якутии большие перспективы. И волонтерство в совершенно разных учреждениях культуры, как ежедневная помощь в постоянной деятельности учреждений культуры. Это очень важный аспект, который мы сейчас стараемся развивать. Это вот то, что мы можем увидеть, например, на улицах города, да, какие-то произведения? И это тоже на самом деле, да, когда создается какой-то арт-объект, когда какое-то мероприятие происходит, очень важна помощь локальных сообществ. Да? То есть, если где-то появляется какой-то арт-объект, допустим, если соседи, люди, которые будут рядом с ним жить, помогают в его создании, это вот как раз-таки арт-волонтерство. А вот в каких направлениях больше желающих стать волонтером? Там в библиотеках, музеях? Или в каких? Вот сейчас, если говорить о направлениях, то очень хорошо развивается направление сохранения памятников культуры. Этим очень активно занимается департамент по охране памятников наш республиканский, Министерство культуры. И в этом году запустился замечательный проект «Сохраним памятники», который курирует Министерство молодежи, Министерство культуры, департамент. И вот как раз-таки этот проект, он призван объединить людей вокруг вот такого явления, как сохранение памятников культуры. То есть когда добровольцы, это, конечно, не только в этом году, очень давно уже так, может быть, не очень сильно афишировалось, да, но очень давно уже идет работа над привлечением жителей, городов, сел, к реставрации памятников, конечно же, под присмотром руководства департамента, к выявлению памятников, интересных архитектурных памятников или, скажем, каких-то исторических объектов. Это вот как раз-таки тот момент, который очень может хорошо сплотить людей, потому что это память места, это наше общее культурное наследие. А вот какие волонтерские проекты действуют в Якутии и сколько человек в них задействовано? Сейчас сложно говорить о количестве. Мы сейчас занимаемся мониторингом. Это люди, которые официально зарегистрированы на сайте, на портале Добровольцы РФ с тегом «Культура». Их сейчас пока что не так много. Мы сейчас зафиксировали около 50 человек. Вот. У нас есть, конечно же, как у каждого явления, наверное, в современной жизни, свои планы, своя отчетность, и мы в течение этого года будем выявлять людей, которые занимаются не только с этого года, они уже давно могут заниматься в улусах, в городах нашей республики. Великолепная работа выстроена уже давно по привлечению людей к добровольчеству, в том числе и в добровольчестве культуры. И нам нужно сейчас их зарегистрировать, потому что портал Добровольцы РФ, он как раз-таки для того, чтобы не только мониторить, сколько человек готовы отдавать свое время, свои силы душевные добровольчеству в сфере культуры, но и давать им возможность участвовать в различных проектах, то есть информировать о том, что в их регионе, на их территории сейчас происходит какое-то интересное
события, и они могут принять участие. И вот мы сейчас и занимаемся как раз-таки привлечением к этому. А вот какие проекты действуют в Якутии? Ну, сейчас вот как раз вот то, что я упомянула, «Сохраним памятники». Сейчас очень большой проект, вы, наверное, знаете, запустился фестиваль современной культуры. И во всех городах, где проходит это масштабнейшее мероприятие, в населенных пунктах привлекается местное население. Потом у нас есть замечательный проект «Биеннале современного искусства», который уже давно действует, которым занимается Национальный художественный музей. Они также уже давно привлекают к созданию арт-объектов по городу, к объектам паблик-арта людей. А кто направляет и поддерживает волонтеров? Вы уже сказали, что вот под руководством, под присмотром вся работа проходит. Да, ну если говорить о памятниках культуры, это, конечно же, департамент, да, потому что все работы, связанные с восстановлением, с реконструкцией, с ремонтными работами памятников культуры, они должны быть жестко регламентированы. Вот. Но сейчас мы, конечно же, работаем под патронажем Министерства культуры. Также очень сильно помогает Министерство молодежи, потому что у нас есть в республике региональный центр работы с волонтерами, который входит в Ассоциацию волонтерских центров России. И вот как раз-таки, ну, это вот мы одно из направлений деятельности, так же как волонтеры-медики, волонтеры Победы. Это большое движение, которое призвано в республике, ну, увеличить количество тех людей, которые готовы отдавать свои навыки, компетенции, время, хорошее настроение как раз-таки вот на добровольческие инициативы. А что еще могут сделать добровольцы? Вот кому помочь и тоже конкретные примеры? Ну вот, допустим, вы спросили, в каких библиотеках, в музеях какие есть инициативы. Но вот сейчас, вот, допустим, очень большую активность показывают наши библиотеки, как и всегда на самом деле. Вот, национальная библиотека, потом сеть муниципальных библиотек под руководством Марии Андреевой, они недавно как раз-таки создали официально волонтерский центр и начинают призывать граждан к партнерству, я бы сказала. Это не совсем всегда бывает, что, скажем, привлекают к каким-то работам, скажем, да. Вот, как бы, да, волонтерство, оно очень сильно ассоциируется с какими-то большими крупными событийными проектами и, скажем, ну, у большинства, к сожалению, до сих пор с уборкой там, территорий, там, да, с очисткой. Нет, это и различные те навыки, которые человек может добровольно просто пожертвовать какому-то учреждению. Вот. Очень в данном контексте мы надеемся на развитие пробона добровольчества, да? То есть пробона волонтерства, когда специалисты с высокой квалификацией, с интересными какими-то, может быть, даже очень редкими специализациями, готовы бесплатно что-то сделать для библиотеки, для музея, для театра. Вот волонтер отдает, вот чем-то жертвует, вы сказали, а что он получает от волонтерской деятельности взамен? Ну, помимо морального удовлетворения, вот, ну, мы сейчас работаем как раз таки, ну, вот, в принципе, по всей России сейчас идет это движение волонтеров культуры, и, конечно же, большая очень как бы работа ведется над мотивацией. Вот. Мы сейчас думаем над созданием определенной бонусной карты, которая могла бы давать возможность волонтерам посещать любые культурные мероприятия, скажем, платные, на бесплатной основе, да, скажем, какие-то скидки получать где-то. Да. То есть, ну, это из нематериального. Конечно же, добровольчество, оно абсолютно безвозмездное. Вот. Но какие-то приятные моменты, такие как тимбилдинг, скажем, какие-то образовательные мероприятия, потому что вот, важная очень часть всей этой работы – это вовлечение людей в культурный процесс. Процесс очень интересный, потому что учреждения культуры могут дать огромное количество информации, новых компетенций, новых впечатлений, в первую очередь впечатлений. Это помощь цирку, скажем, да, побыть немножко там, акробатом. Ну, то есть я шучу, конечно, да, но как бы это человек входит в мир цирка. Если человек помогает театру, это закулисье, это впечатление, это новые какие-то эмоции.
Вот. То есть мы стараемся, конечно же, как можно как-то четко выстроить систему самого поощрения, но эмоции это в первую очередь. Да, ну и опыт, да? Да. А вот если движение будет расширяться и получит распространение, вот как на это может изменить ситуацию с сохранением культурного наследия? Я думаю, что очень серьезно, потому что ну, если мы будем говорить не только о памятниках, да, скажем, если мы будем говорить о нематериальном культурном наследии, это совершенно другое отношение людей к своей культуре. Это вовлеченность, потому что человеку интересно то, во что он вовлечен. И как раз-таки учреждения культуры, если они сейчас еще больше откроются, станут еще более доступными для инициатив со стороны жителей, особенно, вот, конечно же, нас сейчас очень вот, с коллегами увлекает та мысль, что у нас может быть, как в принципе эта практика уже очень не новая, да? В России она сейчас более развивается, у нас в Якутии сейчас, вот, надеюсь, получит очень сильное развитие, когда локальное сообщество, грубо говоря, соседи, они активно вовлекаются в жизнь культурной институции. Они, для них это повестка, ну, как бы дня практически, да? То есть они знают, что они, скажем, по четвергам и по воскресеньям ходят в местную библиотеку и читают книжки детям, скажем, да? То есть какая-то социальная активность. И, конечно же, чем больше людей вовлекаются в проекты культуры, чем больше вовлекаются в повседневную деятельность, тем больше у сотрудников, ну, есть же понятие как бы такого кадрового голода, да? Елена, очень коротко, вот посоветуйте желающим, что сделать, если они хотят присоединиться к движению. Найти в интернете портал «Добровольцы России РФ», зарегистрироваться очень просто, и там как раз-таки можно отслеживать все возможности, все проекты, все, что интересно человеку, поставить тег «Культура», наследие, скажем, да, и как бы для него это будет то информационное поле, в котором он будет искать интересное. Спасибо, Елена, что пришли к нам в студию, спасибо за беседу. Я напомню, вы смотрели программу «Актуальное интервью», оставайтесь с нами.